Ассаламу алейкум, дорогие мои подписчики. Насчет это соседи, хотела сказать, как это быть э, с соседями, это с точки зрения нашей религии ислам. Пророк Мусалам хадис, что кто верит Аллаха и судный день, уважает своих соседей. Еще у пророка Мусалама есть тоже хадис, пророк Мусалам, однако, какая-то с подвижником смотрел и сказал, что каждый раз это Джабраил, это ангел ко мне подойдет и говорит: о Мухаммад, уважай соседа. О Мухаммад, это узнай о соседе. О Мухаммад, это посещай своих соседей. Однако он это говорит Парамасам, что такое чувство, что скоро Джабраиль подойдет ко мне и говорит, что о Мухаммад, это свои наследства тоже разделить с соседами. Вот это насчет сосед так строго, это наша религия ислам, что кто верит Аллаха в судный день, он должен как уважать соседей. Не надо как это обидеть соседа. Вот у меня сосед, вот это напротив, мы это малосемейки живем, пятая эта комната в одной секции. Один сосед у нас, это 5 лет, это нас мучает, меня с дочкой. Вот. Мучает, но ему это как не нравится, это что у нас соседи были, это узбек, таджики, к ним гости пришли. Он всегда как это, ну, строил это скандал, выгоняли их. Пару раз тоже было, полиция вызывала, они просили меня, что позовите эту полицию, вы русский хорошо знаете, пусть полиция придет и разбирается, потому что он очень скандал строит. До сих пор он тоже это как это с нами не очень хорошо. Он местный здесь. Местный, он как это человек здесь родился, здесь вырос. Он это говорит, что уходите отсюда, я вас видеть не хочу. Однако я говорю: а почему так ты себя ведешь так странно? Он говорит: я хочу, чтобы все это хозяев это продавали эту комнату, что я купил, я был хозяин здесь. Я ему сказала: ты как хочешь, такое не будет, говорю. Много хочешь, мало получишь, как русские говорят. Почему так ты себе странно ведешь? Говорит, ты один такой, говорю. Вот соседи другие тоже есть местные, да? Они нормально как это относятся к это иностранцам, да? Мы же иностранцы, как это считаемся. А ты так себе странно ведешь. Он говорит: да, мне не нравится, что вы здесь это находитесь. Уезжайте к себе на родину. Еще он мне говорит: ты уезжай себе на родину, ты не русская, ты это не родилась здесь, не выросла здесь, тебе нет гражданства. Я говорю: у меня нет гражданства, у меня есть документы, я легально нахожусь здесь. Я ему говорю. Я еще потом ему сказала: забыл тебе спросить, куда это ехать, где жить. Я ему сказала: где хочу жить, вот там моя родина. Понятно, говорю. Не ори на меня, не кричи, я ему сказала. Что ты орешь, говорю, что кричишь? И начал кричать. Ну, потому что он был, как это, пьян, напивший. А вот это моя хозяйка, она говорит: ты такая смелая женщина, ты терпишь его. Я говорю: конечно, терплю, потому что это моя религия, мне как это так воспитывала, моя религия от меня как это требует, что я такая была. Я ни раз это ему как это не кричала на него, просто сказала: не ори, не кричи, это не ругайся с соседями. Это не как это Россия многонациональная, это как страна. А ты что такое кричишь, орешь на нас, что это мы не русские, мы не имеем права. Мы как это законно находимся здесь, мы имеем право жить здесь, как это президент разрешает. Говорю, президент России, говорю, молодец, Владимир Владимирович Путин, он как это не запрещает жить это закон России, правильно? Мигрантам, иностранцам жить. Только что мы будем соблюдать это закон России, документами, как это культура России уважаем, язык России тоже это русского народа будем как это разговаривать, знать и уважать народу, и будем жить. Так, в том числе я уважаю своего это, соседа местного, да, я ему ничего это не делаю, я просто молчу. Я уже третий год не разговариваю. Ну, как это, третий год назад мы как это по соседке как поздоровались, а сейчас просто молчу. Просто я молчу, потому что если я буду еще доброе утро, добрый вечер сказать, он потом начинает свои это, нехорошие поступки. Поэтому я молчу, как говорят, молчу, зато хороший получу. Вот так 5 лет мы живем с такими соседами. Я следую за такого соседа Коран и Сунна. В Коране же говорит: будьте добрые, а в Сунне пророк Мусалам, он как это, у него тоже были соседи евреи, он это как это хорошо к ним относился. Я тоже следую за Коран, за наш пророк Мусалам, что надо относиться к соседям хорошие. Сейчас я как хорошо отношусь, просто молчу. Молчу, не говорю, не смотрю на него.
Поэтому мы, вот эта наша религия требует от нас, что мы были это хорошее отношение к соседям. Что бы ни делал сосед, что бы ни сделал, мы должны как это привести хорошее, как это поведение, хорошее, как говорят, это эм, поступки, хорошие действия, да. Вот так. Однако он отрубил наше электричество тоже. Потом наша хозяйка привезла это, как это соединить наши это провода электрические. Электрик говорит, это кто это отрубил? Он электрик. Я говорю, да, он наш сосед электрик. Он как это, такие вот это с нами как это делает. Наше электричество он отрубил. Потом мы это без воды, без теплой воды остались неделю. Моя дочка пошла к подруге, принимала душ, а я без душа осталась неделю. Потом соседка, наша хозяйка пришла, и электрик привезла она, и починили это электричество. Вот я терплю своему соседу, следую, это наша религия. Самое главное, что он как это со мной, как это на меня руку не поднимает, не душит меня, не угрожает. Это самое главное. Остальные пусть, что он хочет делать, отрубить наше это электричество, как это обзывает, как это кричит, орет. Пусть делает. Просто молчу, зато хорош получу. Потому что я мусульманка. Потому что моя религия так меня воспитывала, потому что мои родители так меня воспитали, что так быть с соседами. Потому что в судный день перед Аллахом отвечаем за свои отношения, за свои поступки с соседами. Благодарю за внимание. Не забывайте подписаться и поделиться, пожалуйста.